считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет. Президент Беларуси предложил конституционную реформу. Вот, по-моему, по нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан. Вот посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Беларуси генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Знаете, такие нравоучения, произносимые тоном, который не допускает даже сомнений в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию. Это, в общем-то, это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично, по большому счету, уже не только с дипломатической, но и с общечеловеческой точки зрения. И когда Соединенные Штаты доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые, по сути дела, понижают порог применения ядерного оружия, в ситуации, когда на все на это накладывается стремление преступных, террористических и прочих группировок получить доступ к ядерным технологиям, и к технологиям использования, создания, использования других видов оружия массового уничтожения, будь то химическое или биологическое, нам, я считаю, преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока она не выполнит мой ультиматум. Мы все это наблюдаем. Я уже касался в своем вступительном слове проблемы односторонних санкций. Любые односторонние санкции нелегитимны. Легитимными являются только санкции, которые вводит Совет Безопасности ООН. Все остальное – это попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава Организации Объединенных Наций, которые заключаются в необходимости коллективно выстраивать работу по решению любых проблем. В случае с Северным потоком-2 тут совершенно откровенно имеет место нечистоплотная конкуренция, методы нечистоплотной конкуренции, но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, и сразу выносить свои приговоры, еще пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире. Попытки раскачивать ситуацию мы видим, собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которые они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь. Нам выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили там свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации. Ну вот он, наконец, уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Значит, требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину. Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку. А следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Чего, повторяю, пока не ясно. И немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать.
Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.